В своей маленькой квартирке в городке Маяковского Лизан Исакова лежит уже несколько месяцев. Женщина говорит, что она перенесла 2 инсульта, в результате чего левую сторону тела парализовала. По ее словам, помимо этого она страдает от онкологии, межпозвоночной грыжи и несахарного диабета. Женщина жалуется на то, что медики отказывают ей в помощи. Я не в состоянии приобретать. У меня 4000 пенсии, потому что на нас двоих пенсии не хватает. Я по этому поводу обращалась, и на усиление группы обращалась, и на выдачу лекарств, и Минздрав, и во все органы структуры, да, муниципальное образование. Ну, везде меня игнорируют. Лизан состоит на учете в 3-й поликлинике Грозного с ноября 2012 года. С ней лично и ее заболеванием здесь хорошо знакомы. Врачи говорят, что женщину полностью обследовали и назначили адекватное лечение. По всем ее жалобам эта больная была обследована. На обследование мы возили ее в разные учреждения, а лечилась она у нас. Потом у нас в отделении в неврологии, кардиологии. Также она получала лечение в госпитале ветеранов войны по ее желанию. Однако заключением специалистов Лизан осталась недовольна. Усомнившись в компетентности врачей, женщина сама диагностировала у себя еще целый букет болезней. В 2013 году больная была направлена на очередное переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы, где ей была определена 3-я группа инвалидности. Она нас обвинила в том, что мы ей не дали те диагнозы, вот как она утверждает, что у нее нарушение, что она в кому впадает, что у нее нарушение мозгового кровообращения, что у нее, онкология, да, вот как она утверждает, вообще канцерофобия у нее на самом деле есть. Она настаивала на том, чтобы мы это указали, но врач участковый написал то, как есть. Впрочем, недовольство у Лизана вызывает не только диагноз. Я хотела бы, чтобы мне лекарства выдавали своевременно, необходимые, и обезболивающие, и по основному диагнозу, и те, которые адекватно на меня действуют, а не заменяющие, которые я не могу, не в состоянии принимать. И чтобы мне своевременно медицинскую помощь оказывали. Лизан утверждает, что вместо препарата Минерин, прописанного в рецепте, в аптеке ей предложили заменяющий аналог Вазомерин. В итоге она была вынуждена отказаться от сомнительного, на ее взгляд, лекарства. Те препараты, заменяющие, которые они вам предлагают, которые вы не берете, если их принимать, что будет? Будут плачевные последствия. Если не сердце откажет, так меня в кому неоднократно вводили из-за приема этих неадекватных лекарств без моего ведома. Слова женщины вызвали недоумение в самой аптеке. Ежемесячно ей выписывают феназепам, медокалм, фенибут, кетарол в таблетках и обязательно у нее Минерин. Единственный один раз не было поступления Минерина вообще по республике, вообще Минздрав не закупил, был закуплен Вазомерин, спрей в нос. Она от него отказалась, сказала, что он ей не подходит, ей нужен именно Минерин. По мере поступления ее рецептов мы стараемся обслужить ее, она получает Минерин. Все. Единственное, у нас проблема с Исаковой, что она вовремя не приносит в аптеку рецепты. Приходится добиваться, звонить. Медики и фармацевты заверяют, что они готовы оказать всяческую помощь Лизан, лишь бы женщина перестала сама придумывать диагнозы и выписывать рецепты. Дагмара Касаева, Лиза Чапаханова, новости.